Пятница, 20 октября. Заман в эфире. Я София Абляева. Приветствую вас. Прокуроры заявили, что в крови Алены Зайцевой подозреваемые в совершении ДТП в Харькове, повлекшего за собой смерть 5 человек, нашли наркотики, опиаты. Зайцевої Олени Олегівни встановлений факт вживання опіатів. Це знайдені після ДТП. Ну і слід вважати, що на момент ДТП також вона була в стані наркотичного сп'яніння, тому що вони держаться тривалий час. Суд по избранию меры пресечения продолжается. Зал суда переполнен, едва вмещают журналистов. Кроме участников процесса, на заседании присутствует и бригада медиков. Как заявил адвокат Зайцевой, во время следственных действий его подзащитной несколько раз становилось плохо. Сама Зайцева с журналистами не общается. Авария произошла 18 октября. За рулем «Лексуса» сидела 20-летняя дочь местного предпринимателя Алена Зайцева. Олена Зайцева не спілкується з журналістами, натомість постійно плаче. За різні... Харьковские врачи сообщают, что состояние пострадавших во время ДТП существенно не изменилось. 2 сестер, которые пострадали более всего, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Беременная женщина по сей день в медикаментозном сне. Сегодня врачи собирают консилиум, чтобы решить, выводить ли ее из этого состояния. 4-й пострадавший мужчина получил сложную травму голени. Сегодня его планируют перевести в институт патологии. Там его должны прооперировать, чтобы мужчина смог ходить. Соломенский райсуд Киева объявил перерыв. Ранее там начали избирать меру пресечения нардепу Бориславу Розенблату. Рассматривают восстановление мер пресечения для депутата, действия которых истекли 16 октября, в том числе и ношение электронного браслета. Борислава Розенблата НАБУ обвиняет во взяточничестве и незаконном пособничестве компании, добывающей янтарь. Предотвратили вывоз за границу важных для следствия материалов. Так в НАБУ прокомментировали снятие с рейса в аэропорту Жуляны народного депутата Борислава Розенблата. Он якобы пытался вывести за границу средства коммуникации, которые могли содержать следы совершенных преступлений по янтарному делу. У нардепа изъяли телефон, планшет, а также сметы. Заходьте сюди. Є у вас з собою речі, які є речовим доказом кримінального провадження номер 42.016.8037.12, а саме пов'язаним з обвинуванням інтересів щодо незаконного видобутку бурштину. Прошу вас викласти речі, які у вас є. 1, 2 з камінням, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Поняті, дивіться, будь ласка, сейф-пакет і номер зафіксуйте, вказано в сейф-пакет. За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження. В самолете детективы НАБУ, кроме драгоценностей и платежных карт, изъяли дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной. Ему вручили повестку в суд, а протокол обыска депутат не подписал. Борислав, скажіть, будь ласка, ви будете підписувати протокол обшуку? Ні, без адвоката. А в Верховной Раде Украины сегодня День правительства. Министр социальной политики Андрей Рева заявил депутатам, что из-за повышения пенсий субсидии сокращать не будут. Офіційно хочу з цієї трибуни заявити, це неправда. Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 2017-2018 років.
Новий розмір пенсії буде враховано при призначенні субсидій лише з травня місяця 2018 року. Отже, жодного зменшення субсидій за рахунок більшої пенсії не відбудеться. Четвертый день под Верховной Радой. Активисты антикоррупционного Майдана не расходятся, хотя его ряды поредели. Люди ждут продолжения реформ, создания антикоррупционного суда. В палаточном городке сейчас находится наш журналист Дарина Иванютенко. Дарина, что нового? Связь с Дариной пропала. Мы приносим свои извинения. Подробнее о том, что же нового происходит в палаточном городке, мы расскажем в следующих выпусках. Заман. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает президентский проект об отмене неприкосновенности более сбалансированным, чем депутатский. Петро Порошенко предложил лишить иммунитета народных избранников с 2020 года, а до того времени согласовать поправки с основным законом. В свою очередь Джемилев раскритиковал черновой вариант закона о реинтеграции. Он категорически против разделения вопросов возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Если голосовать за законопроект, то только тогда, когда его действие будет касаться и аннексированного полуострова, считает Мустафа Джемилев. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, и касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами, мы сказали, что это не подойдет, оно должно включать в себя и территорию Крыма тоже. Захваченный Крым без права на протест. В Киеве крымско-татарские активисты презентовали инфографику по обыскам и облавам на оккупированном Россией полуострове. Правозащитники и адвокаты говорят, что крымчане лишились даже гарантированного права на мирные собрания. Цель таких преследований, по мнению правозащитников, подавить всех несогласных с политикой Кремля. Самый яркий пример, считают правозащитники, дело заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого приговорили к 8 годам колонии. Представлена инфографика о том, какие происходят преследования за выражение своих мыслей, своих взглядов, каким образом происходят эти преследования, либо в форме уголовного преследования, либо в форме административного преследования. Экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская до сих пор гражданка Украины. Это следует из ответа администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не прислали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства. До 2014 года Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины в Киеве. Весной 2014-го стала ярой сторонницей оккупации полуострова России. Тогда же ее назначили главным прокурором оккупированного полуострова. В 2016 году ее избрали в Государственную Думу России от провластной партии «Единая Россия». Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в оккупированном Крыму и представителей Крыма в парламенте России. Появилось еще одно доказательство того, что самолет малайзийских авиалиний сбил российский БУК, сообщает экспертно-журналистская группа Bellingcat. Это новое фото зенитно-ракетной установки, опубликованное накануне объединенной следственной группой. На фотографии БУК в Макеевке. Фото было сделано 17 июля 2014 в день трагедии. Объединенная следственная группа считает, что это тот самый БУК, с которого был сбит рейс MH17. Боинг 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Донбасса, а именно Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит с БУКа российского производства. Следствие продолжается. На этом пока все. Больше расскажем уже менее чем через час. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Не пропустите и оставайтесь с АТР.